Впервые за 20 лет на реке Печора будут проведены дноуглубительные работы. Об этом заявил глава Коми. Как рассказал Владимир Уйба, порядок проведения работ уже согласован. Определенный участок от села Средняя Бугаево до местечка Кабель. Много лет из-за обмеления реки возникают трудности в движении судов. Идут на завоз, зимний завоз в НАО, и топлива, и товаров, и также из НАО. Когда двигаются суда, то, в общем, из-за обмеления грузы приходится перевозить по единственной дороге. Это автомобильная дорога республиканского значения. Проходит она в Усть-Цилимском муниципалитете. Ну и просто эта грунтовая дорога, она, естественно, не выдерживает нагрузки, особенно если вот были годы, когда было много дождей. По сути, эта дорога превращалась в непроездную дорогу для больших грузов. Использовались трактора, которые вытаскивали эти машины. И, конечно, дорога приходит в непригодное состояние. В декабре 2022 года вопрос был поднят Министерством экономического развития и промышленности республики на совещании при Совете Федерации. Нельзя было допустить прекращения водных перевозок в период навигации этого года. И Росмордичфлот откликнулся на обращение нашего региона. Было дано поручение администрации Двинско-Печорского бассейна проработать вопрос о дноуглубительных работах в Усть-Цилимском и Ижемском районах. Принято решение по общему объему дноуглубительных работ на Печоре. Этот объем составит 880 тысяч кубических метров. Это, для начала это очень большой объем. Ну и кроме того, еще по проекту распоряжения Росморречфлота на этот же год, на 2023 год, запланированы работы по увеличению гарантированной глубины судового хода на участке реки Печора от села Усть-Уса до города Нарьян-Мар. Это тоже очень тонкое или узкое место на реке Печора, где также за счет обмеления тоже суда и баржи не могли проходить. Это позволит продлить, во-первых, период навигации, особенно тогда, когда идет падение уровня воды в реке Печора. Думаю, что благодаря проведенным работам будут устранены препятствия на речном сообщении между Ненецким автономным округом и Республикой Коми. Появится возможность беспрепятственно перевозить грузы, снизится нагрузка и на муниципальные дороги в Усть-Цилиме, а это значит, что служить они будут дольше.